Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы находимся в храме святых апостолов Петра и Павла города Кукмара. О главном христианском празднике Пасхи мы сегодня поговорим с прихожанкой этого храма Любовью Степановной. Здравствуйте, Любовь Степановна! Здравствуйте! Каждый год Пасха отмечается в разные даты. Когда в этом году будут праздновать этот праздник и каковы его главные традиции? Светлое Христово воскресенье Пасха – главный праздник православных христиан. Христианская Пасха – это память об искупительной жертве Иисуса Христа, который был распят на кресте и чудесным образом воскрес. В этой неделе мы ожидаем главное событие Пасхи – это схождение благодатного огня в храме гроба Господня в Иерусалиме. Этот благодатный огонь, слава Богу, уже в течение нескольких лет доставляется и до нас. И мы с благоговением, с большой радостью этот огонь храним у себя дома и бережем обычно до Вознесения Христова в течение 40 дней. Стараемся не затушить этот огонь, благодатный огонь. Для нас это связано с радостью воскресения Христова. Перед православной Пасхой утвержден Великий пост. Этот пост продолжается 48 дней. В течение этого поста мы стараемся участвовать в богослужениях, молимся, каемся о своих грехах, причащаемся святых христовых тайн, молимся о восстановлении мира, о спасении России, воинов, защищающих наше Отечество, Россию, православную веру. И вот эта неделя, самая последняя неделя перед Пасхой, эта неделя называется Страстной. И каждый день этой недели называется Великим. Сегодня Великий вторник. День за днем вспоминаются на этой неделе последние дни жизни Христа на земле. От Пасхи до Вознесения Господня в течение 40 дней христиане, православные христиане празднуют воскресение Христова, и они при встрече приветствуют друг друга с приветствием «Христос воскресе!» и ответом «Воистину воскресе!». Главное блюдо нашего стола пасхального – это кулич, паста творожная, крашеные яйца. Главное блюдо наши. И в день Пасхи с утра дети наши ходят по деревне и собирают по домам крашеные яйца. И они бывают обычно в восторге. Столько у них подарков бывает в этот день, и столько яиц, конфет и другие сладости еще люди дарят детям. И взрослые тоже празднуют Светлое Христово воскресенье, ходят друг к другу в гости. Я желаю всем прихожанам нашей церкви, жителям нашего района, жителям нашей страны, всем крепкого здоровья, благополучия, взаимной любви, согласия, мира в семьях, дружбы, трудовых коллективах, всей нашей стране. Желаю восстановления мира, спасения России, чтобы наши воины приехали живыми и здоровыми в свои семьи, радовали своих близких и всех нас. И мы молимся каждый день за своих воинов, защитников наших. И желаю Божьего благословения, Божьей помощи во всех благих делах и начинаниях. Большое спасибо за ответ, Любовь Степановна.